В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Мирном торжественно ввели новый многоквартирный дом для работников образования. В Усть-Алданском улусе активная фаза посевных работ завершена о плановом сборе урожая в Усть-Алданском и Нюрбинском районах. В Амгинской школе искусств открылась летняя творческая школа для юных музыкантов о детском досуге в районах Якутии. Сегодня в Мирном произошло знаменательное событие – торжественное открытие нового многоквартирного жилого дома, предназначенного для работников образования. На церемонии присутствовал глава Якутии Сен Николаев. Он вручил жильцам ключи. Новый многоквартирный дом не просто очередное здание, а символ заботы о тех, кто ежедневно вкладывает свои знания и силы в воспитание будущего поколения. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем работников бюджетной сферы этот дом стал реальностью, призванной создать достойные условия для представителей одной из самых благородных профессий. Это замечательное большое событие, поверьте мне, не только в масштабах города Мирного, не только в масштабах Мирнинского района, да, наверное, не только нашей республики Саха-Якутия, чтобы целый дом строился именно для работников образования. Искренне вас с этим поздравляю. Для каждой из этих семей это не просто квадратные метры, а долгожданный, теплый и надежный очаг. Место, где можно будет отдохнуть после напряженного рабочего дня, где дети будут расти в комфорте и безопасности. Конечно, рады. Мы уже 5 лет здесь живем в общежитии. И наконец-то мы получили отдельную квартиру. Рады то, что у нас кухня будет своя, ванна, балкон. Сын очень рад. Строительство такого объекта – это важный шаг на пути к укреплению социальной инфраструктуры города Мирный. Обеспечение жильем работников образования – это не только решение насущных проблем, но и стратегический подход к закреплению квалифицированных кадров в школах. Мы этот дом строили специально для того, чтобы наши работники образования, наши педагоги сменили свои комнаты в общежитиях на полноценное жилье. И сегодня мы можем сказать, что ту цель, которую мы для себя ставили, мы ее достигли. Этот дом – яркое свидетельство того, что Мирный – это место, где можно не только строить успешную карьеру в сфере образования, но и создавать крепкую семью, жить полной и счастливой жизнью. Я работаю на территории Мирнинского района с 2002 года, уже более 24 лет. Квартиру ждали 24 года, и наконец совершилось. Получили, за что искренне благодарна главе республики и главе района за предоставленную возможность, за реализацию значимого проекта для всех работников нашего района. Отныне более 70 семей могут с гордостью сказать – это наш дом. Для новоселов дом станет колыбелью, для новых открытий – домом, где рождается будущее. Сегодняшнее событие – это весомый вклад в развитие города Мирный и подтверждение того, что забота о людях, в особенности о тех, кто формирует умы и сердца, является приоритетом. Анна Васильева, Мирный. В Якутии официально завершился отопительный период в 32 муниципальных образованиях. При этом в арктических районах подача тепла, согласно графику, прекратится 23 июня. Параллельно с окончанием текущего сезона коммунальные службы республики уже приступили к масштабной подготовке к предстоящей зиме в рамках реализации ремонтных и инвестиционных программ. Ключевым этапом подготовки остается северный завоз. В текущую навигацию планируется доставить 520 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. На сегодняшний день отгружено порядка 11% от запланированного объема. И топливо уже поступает в пункты накопления на объектах генерации. Отопительный сезон этого года в Аймяконском районе завершен благополучно, без аварийных ситуаций. Сообщается, что уже завершены комплексные гидравлические испытания и начаты ремонтные работы на тепловых сетях. Отопительный сезон этого года в Аймяконском районе завершен благополучно, без аварийных ситуаций. Как нам рассказал директор филиала «Теплоэнергосервис» Максим Андреевич Ямщиков, уже завершены комплексные гидравлические испытания и начаты ремонтные работы на тепловых сетях. Минувший отопительный сезон мы, в общем-то, прошли уверенно, без каких-либо аварийных ситуаций.
Вот. Закончили мы его 28 мая. Значит, приступили к гидравлическим испытаниям. По итогам их прохождения выявлены, значит, дефектные участки на тепловых сетях. Соответственно, ремонтная программа в этом году у нас подразумевает капитальный ремонт сетей тепловых с полной заменой трубной части. Значит, материалы у нас пришли в этом году в зимник, своевременно обеспечены трубной продукцией в полном объеме. Чтобы зимой от населения не было жалоб на качество теплоснабжения, в котельных райцентра жарко уже сегодня. Здесь идут работы по замене поверхностей нагрева. Ну и, соответственно, помимо ремонта на тепловых сетях, программа подразумевает замену поверхности нагрева, таких как конвективные блоки на котельной номер 1 ТЭС, на котельная квартальная. Общее количество планируем их заменить в конвективных блоках 4. В поселке Артек при вскрытии реки Нера подмыт участок берега, где расположена водозаборная станция. Там также предстоят восстановительные работы, и самой организации, похоже, не справится. Интенсивность русловых процессов в реке Нера, поселок Артек, по-прежнему создает угрозу размытию берега. На сегодняшний день уже большая часть берега размыта в окрестности водозаборного сооружения первого подъема, каботажной галереи. Поэтому наблюдаем процессы и ждем снижения уровня, чтобы полностью определить, какие виды работ предстоит провести. Очевидно, что это будет отсыпка и берегоукрепительные работы. Следует отметить, что каждое лето работы в сфере теплоснабжения, направленные на подготовку к новому отопительному сезону, проводятся планово и завершаются вовремя, благодаря своевременной поставке оборудования и грамотной логистике. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. Были подведены итоги конкурса «Лучшие по профессии» в номинации «Второй старт», где участие приняли 13 ветеранов СВО. Для них прошла теоретическая часть на знание трудовых прав, тестовые задания. Также они рассказали о возвращении к профессиональной деятельности. По итогам соревнований победителем стал начальник пожарной части номер 11 Александр Бочкарев. Он станет одним из представителей республики на федеральном конкурсе, который пройдет в Самаре. Неожиданно. Конечно, очень приятно, что стал победителем. Участники все были довольно сильные. Даже были сомнения, что выйти получится в тройку. Ну, показал результат, подготовился. Сама организация конкурса на высоте. Все довольно на высоком уровне. И показали достойные результаты. Все-таки мы победители, уже все участники свою победу сделали. И эта победа второго старта тоже является значимым таким для нас. В Нюрбинском районе с 2018 года была основана Нюрбинская кормовая компания, которая уже ежегодно занимается посевом и уборкой зерновых культур. В прошлом году сбор урожая достиг 270 тонн. В этом году на 318 гектарах земли идут посевные работы. Кроме этого, на местности Кыталыктах также активно идет посевная кампания. Нюрбинским филиалом управления мелиорации по району планируется посев многолетних трав. План по сенокосу составляет 29 830 тонн. По кормовым посевам тоже силами управления мелиорации Нюрбинского филиала посеяно около 80% тоже. Вот на днях уже заканчиваем. Так, в заречных наслегах Пюндяде от плана 216 гектаров кормовых посевов. Пока еще из-за обильной влажности сельскохозяйственных пашин планируем на второй сезон. А в Усть-Алданском улусе активная фаза посевных работ завершена. Вся посевная площадь земли составила 4889 гектаров. Это на 115 гектаров больше, чем в прошлом году. Так, 3 больших хозяйства завершили посев зерновых культур. Всего посеяно 1466 гектаров земли. Что примечательно, районные хозяйства сами себя обеспечивают семенами. Помимо всего, продали семена на 343 тонны 9 муниципальным образованиям республики. Также в планах посадка овощных культур на 242 гектара. На сегодня завершено 90% работ. Кампания началась 17 мая по 30 мая. Закончилась общая площадь посева зерновых культур 1466 гектаров, в том числе 243 гектара пшеницы,
и 1200 гектаров овца. И планируем на 44 гектара засеять рожь озимый, чалбан. Да? По данным сведениям объекта агро засеяно 667 гектаров, КФХ Илларионов 477 гектаров и с КПК Сасалхан 321 гектаров. В Амгинской школе искусств открылась летняя творческая школа для юных музыкантов. Ребят ждут путешествия в мир музыки, где они научатся играть на разных музыкальных инструментах. В летнем лагере собрались дети, увлеченные музыкой. Руководитель лагеря, преподаватель школы искусств Владимир Дедюкин проводит ежедневные занятия, разделив своих воспитанников на 4 возрастные группы. В течение 2 недель детей научат азам сольфеджио, пению, игре на различных инструментах. Я научился хорошо держать аккорды, играть на самой гитаре и вообще познакомился с другими ребятами. Мне здесь очень нравится. Также этим летом в Намском районе будут работать 16 летних лагерей. В этом году запланировано 9 лагерей дневного пребывания, 4 трудовых, также палаточные. Общий охват составит 3340 детей и подростков. Для детей-участников СВО установлены бесплатные путевки. Всего охвачено 247 учащихся. В том числе некоторые ребята смогут отдохнуть и укрепить здоровье в летних санаторных лагерях за пределами республики. На сегодня по Улусу открыты 10 лагерей. Один из них при Намском педагогическом колледже. Лагерь «Айкут» работает по 2 направлениям. Для девочек по творческому развитию, для мальчишек по спорту. В Ботуре я занимаюсь с 5 лет, с самого детского сада. И этот лагерь нашла моя бабушка. Со всеми подружился. Сегодня мы занимаемся вертушкой и стреляем с лука, как и вчера. И в будущем я бы хотел принять участие в играх Дгына. 11 июня на площади Орджоникидзе с 10 до 13:30 пройдет Эйге-фест НВК «Саха». В этот день жителей и гостей ждет праздничный концерт, консультации специалистов и мастер-классы. Среди них обследование у медицинских специалистов, консультации психологов, правозащитников и необходимая информация от ведущих вузов республики для абитуриентов. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.